выпуске мы с вами поближе познакомимся с клубом эскудоводов нашего города. Еще в 2008 году, до приобретения эскуда, я изучал отзывы в интернете, в частности автофорум ЕКТ.ру, и обнаружил огромное количество информации о данной модели. Порадовало то, что большая часть этой информации посвящалась возможности модернизации автомобиля, а не его ремонту и лечению всевозможных болячек. Действительно, автомобиль надежен и неприхотлив, словно сделан для наших российских дорог. Впрочем, это является основным критерием выбора данной модели автомобиля. В клубе эскудоводов основным связывающим звеном, конечно, является автомобиль. Деятельность клуба достаточно обширная, от совместных поездок на шашлыки до строительства и серьезной подготовки автомобилей к внедорожным соревнованиям. Так и в этот раз мы выехали на место проведения весеннего Yamaha Trophy. Кто-то с целью отдохнуть от городской суеты, а кто-то с целью взять точки соревнования и проверить свой автомобиль. There's mayhem in the plastic city of La La. I mean the land of holy Jaja. The wood is hot and you can't spot the flocks of people like sheep. Those are dreadlocks to jocks. So 3 bucks, 3 in our rocks. A la cafe, then by the flash, hey, fashion. A magic crash, it dashes with pictures that be bad and wishing for the fame and recognition. They on a mission for death, baby. We like the 12. My tribe is crazy deep. We got the beats that are hot. We're like Clinique. Foundation resonates when I speak. And if by chance you catch it, then listen. The wisdom epic, open it and choking up. You done it now, woken up. The giant scientist. В нашей рубрике «Видеодневник» вы достаточно тесно знакомитесь с автомобилем марки Suzuki Scuda. Хотелось бы вам немного рассказать о Suzuki Jimny. Маленький танк, как его с любовью называют владельцы. Jimny – истинный автомобиль для пересеченной местности. Прочная рама лестничного типа является солидной основой для серьезных внедорожных характеристик. Ее жесткое трехсекционное строение обеспечивает устойчивость движения и погашение ударов при проезде неровностей. В сочетании с 8 подушками крепления кузова, плавно работающим двигателем и тщательно проработанной шумоизоляцией, жесткая рама делает Jimny столь же тихим, как и семейный седан. Широкие неразрезные мосты обеспечивают высокий уровень надежности подвески в сочетании с хорошей артикуляцией, чему также способствует наличие раздельных амортизаторов и пружин. Подвеска при движении работает упруго и в то же время мягко, обеспечивая высокий уровень комфорта водителя и пассажиров. На Jimny устанавливается двигатель с 2 распредвалами, с верхним расположением, отличающийся мгновенной реакцией на педаль газа и высокой топливной экономичностью. Легкий, полностью алюминиевый рядный 4-цилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением легко набирает максимальные обороты и выдает большой крутящий момент. Jimny оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Функция удержания передачи на автоматической коробке позволяет повысить топливную экономичность при движении на высоких скоростях. Полноприводная трансмиссия с пневматически управляемой муфтой подключения переднего моста позволяет переключать режимы 2ВД и 4ВД при движении, что означает возможность моментальной реакции на изменения дорожного покрытия и погодных условий. В режиме 4ВД можно выбрать повышающую или понижающую передачу. На ровной или ухабистой дороге высокоэффективная конструкция Jimny делает управление автомобилем одинаково легким как для профессионалов, так и новичков. Рулевое управление с гидроусилителем не только помогает при резких маневрах, но и позволяет четко держать траекторию. Тормоза отличаются высокой эффективностью. Чтобы остановиться, достаточно легкого нажатия. Компактные размеры также способствуют управляемости Jimny.
В городе они позволяют маневрировать в плотном потоке автомобилей и легко парковаться в ограниченном пространстве, а в лесистой местности, когда приходится пробираться между деревьями, узкий кузов Jimny также становится неоспоримым преимуществом. Jimny уверенно преодолевает все препятствия благодаря большим углам подъема и съезда и малым свесам. Большинство этапов оффроуд соревнований связано с GPS-ориентированием. И сегодня мы пообщаемся с водителем автомобиля Suzuki Scuda 96 года Константином Сергеевым. И одной из особенностей данного автомобиля можно назвать его оснащенность электронными девайсами. Для взятия точек, для ориентирования на местности традиционно используются навигаторы, как правило, Garmin, туристические, защищенные, с магнитными компасами и так далее. Но для того, чтобы, скажем так, наиболее оптимальным путем добраться до этой точки, существует множество разных программ, в том числе SAS Planet, которая, к сожалению, в полном функционале работает только на персональных компьютерах под операционной системой Windows. Но в связи с чем, в общем, пришло в свое время такое решение установить в боевую машину небольшой простенький персональный компьютер, монитор, причем сенсорный для удобства управления при необходимости. И мы, в общем-то, работаем именно по SAS Planet, передвигаемся по лесу, а уже конкретное взятие точек происходит на этот приборчик, на Garmin. Вот смотрите, вот SAS Planet. Сейчас мы сориентировались, то есть прибор сразу при запуске уже нас спозиционировал. Мы находимся в районе озера Большая Чебыда. Здесь видно все дорожки, развилки, лес. То есть точность довольно неплохая. При движении будет указано как направление движения, так и, в общем-то, можно будет сориентироваться, куда дальше выезжать. Но многие говорят, что в авиации работаешь, машину под самолет строишь. На самом деле все довольно банально. Это управление освещением, лебедкой и регистратором. То есть это два выключателя штурманского света. Перенесены в связи с тем, что сам штурманский свет с родными выключателями немножко закрыт. Это общий выключатель для всего головного света, то есть, кто не в курсе, верхний свет на люстре, категорически, его использование категорически запрещено на дорогах общего пользования. И пилот всегда видит включенную красную лампочку, плюс тумблер подсвечивается. Ну, соответственно, дальше идут раздельные каналы управления разными осветительными приборами на крыше автомобиля. То есть это боковые плафоны, сейчас в доработке у меня фронтальный и задний свет. Это выключение лебедки, то есть сейчас лебедка заработала, питание на лебедку подается. Сейчас питание на лебедку не подается и провода обесточены. Ну и включение автомобильного регистратора, установленного под зеркалом. Это переключение на канал видеорегистратора, постоянно запитанный. И есть второй видеоканал, который управляется подачей питания вот на этот зеленый шнурочек. Сейчас покажу, как это все работает. Допустим, у меня установлена обгонная камера. Передо мной грузовик, который мне надо обогнать. Нажимаю кнопочку, сюда пошло питание, включилась камера. У меня грузовичок будет фактически вот так вот будет борт, а здесь будет встречная полоса. То есть проблема праворульной машины да, решена, мне не надо вылазить туда. Дальше в любой момент времени, кстати, при выключении питания он переходит в тот же канал, на котором стоял раньше. Точно так же включается камера заднего хода в любой момент времени. Ну, грязная немножко, залило. Ну и автоматизация, включение
То есть, когда включаю задний ход, автоматически включается камера заднего вида, независимо ни от чего другого. Есть, конечно, вещи, которые изготавливаются стандартно и серийно, но вот этот блок управления, тут две кнопочки, которые выведены, это только его внешняя часть. А сам блок управления пришлось разработать и сделать самому. Таких больше нет. Эксклюзивная работа. Эксклюзивная работа. В принципе, тоже нормальному электрику-связисту его изготовить не проблема, но пока не натыкался, чтобы у кого-то такое было сразу по две камеры. Сейчас есть еще идея поставить вторую камеру заднюю на самую крышу, потому что, допустим, в густой траве, в грязи бампер заливает, и камера снизу практически не рабочая. А верхняя камера будет показывать полностью контуры машины, бампера, для того, чтобы обходить препятствия с меньшими повреждениями. Какой вывод мы сделали для себя из общения с Константином? В подготовке к соревнованиям нельзя забывать о GPS-оборудовании, ведь все этапы соревнований, кроме спринта, по сути являются ориентированием на местности. Мы поставили перед собой цель обзавестись двумя приборами. Первый – планшет на основе SAS Planet, и второй – навигатор Garmin с магнитным компасом. Что из этого получилось и как нам в этом помог охотник, вы узнаете в одном из следующих выпусков. Через неделю вы узнаете, как можно съездить на шашлыки и остаться без переднего привода. А также в первый раз своими руками мы будем чинить поломку. Заодно узнаем, чем ручные механические хабы лучше автоматических. Компания Темир Стройсервис предлагает полный спектр услуг в области строительства на основе металлоконструкций. Строительство, монтаж, установка и доставка. Мы вам построим в кратчайшие сроки с гарантией качества. Компания Темир Стройсервис, 202 микрорайон, 14/3.